Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Максим Эвертов, и это передача «Эрудит». Здесь, на телеканале Якутия-24, мы увидим, как схлестнутся школьники республики, чтобы нести гордое звание эрудита. Они испытают здесь свои знания, смекалку, скорость, конечно же, реакции и умение работать в команде. Да, вы заметили, что в отличие от предыдущего сезона, первого, у нас здесь работа в парах, и ребята смогут посовещаться, ответить на вопросы и помогать друг другу. Напоминаю также, что у нас спонсоры остались с предыдущего сезона теми же. Во-первых, это, конечно, компания Ростелеком, которая дарит команде, победителю, годовую подписку на сервис Ростелеком лицей. Я бы сам хотел получить такую подписку. Никогда не поздно получать новые знания, но ребята наши, которые сидят здесь, конечно, намного умнее, чем я, вместе тем более, и сегодня они покажут свои знания. А вторым спонсором является у нас Open от Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Амосова, который предоставляет чудесные тренинги, повышающие и квалификацию, и знания. Прежде чем мы познакомимся с нашими сегодняшними участниками и узнаем немножечко о них побольше, напомню правила игры. Вы, дорогие телезрители, можете сами, конечно, отвечать на вопросы, выкрикивать, сидя перед телевизором, болеть за какую-то команду, но в первую очередь я жду ответов от команд. Они могут посовещаться, дать правильный ответ или неправильный ответ, и мы идем так вот дальше, получая какую-то сумму правильных ответов. У нас есть общие вопросы, у нас есть несколько других категорий, а также, конечно, видеовопрос от нашего гостя. Ребята заждались, ребята уже полны энергии и готовы. Если у нас, вы следили за прошлым эфиром, я напоминаю, что у нас Ариан Ивлев и Джулур Афанасьев буквально с минимальным отрывом вырвались от своих соперников, да, и показали класс. Сегодня у нас играют здесь справа от меня Сандал Михалев и Артур Колескин. Ребята, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какой у вас настрой? Вы готовы победить ваших соперников? Не особо. Не особо? Так, Артур? Мы проиграем. Почему такой любопытный настрой? Или это скромность, это, конечно, хитрость? Нет, потому что они умнее нас. Потому что умнее вас. Хорошо. Также узнаем, кого боятся наша первая двойка игроков. Да, это Дамир Васильев и Михаил Артемьев. Так, я вижу, что Михаил держит микрофон. Михаил, скажи, чем обосновано, чем вы запугали до нашего эфира своих соперников? Ну, мы их не запугивали, скорее всего, эти утверждения основаны на фактах. Скромно, сказал Михаил. Факт, что мы победим, практически сказал он завуалированно. Дамир, как ты думаешь, сможет ли эта команда составить вам сильную конкуренцию? Надеюсь, нет. Ребята уверены в себе. Ну, немножко еще узнаем о них. Узнаем от этой команды. Сандал, есть ли у тебя какое-то хобби в жизни? Да, это настольный теннис и футбол. Настольный теннис хорошо играешь? Да. У нас там внизу стоит настольный теннис. Потом на перемене мы сразимся с Сандалом. И действительно ли он так уверен в себе? Артур, есть ли у тебя хобби? Играть в труд. Во что? Труд, Труд? да. Актуальная версия в Телеграме. Играть в труд. На английском. Это что-то, что мне не понять. Дети вырвались вперед. Итак, Дамир, Михаил, какие у вас хобби в жизни есть? Чем вы любите заниматься в свободное время? Я занимаюсь шахматами. О, интересно. Михаил? Ну, я люблю играть в футбол в свободное время. То есть развиваешься и интеллектуально, и физически. Молодцы. Ребята чуть-чуть волнуются, мы их с вами поддержим, и те, кто находится за экранами, и я здесь. И мы переходим к категории первых вопросов, так называемых разминочных. Готовы? Да. Готовы? Да. Все. Пободрее, повеселее, не стесняемся. Мне кажется, вы все-таки допустили военную хитрость, сказав ребятам, что они победят. На самом деле вы как самураи, которые прячутся в траве и готовы броситься на врага. Итак, давайте Сандал, Дамир, сыграйте в камень, ножницы, бумага, чтобы я узнал, какая команда начинает первым. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Хорошо. Начинает команда Дамира и Михаила. Вопрос первый. Какой континент принимал Олимпийские игры больше всего раз? Можете посовещаться. У них есть 5-7 секунд, чтобы дать мне ответ. Я думаю, вопрос несложный, разминочный, но ребята, конечно же, могут посовещаться. Наш ответ Евразия. Точнее, Европа. Европа. И это правильный ответ. Переходим к этой команде. Кого называют царем зверей? Артур, Сандал. Кого называют царем зверей?
Всем, кто видел замечательный Лев. мультфильм, и это правильно, конечно же, это лев. Переходим к этой команде. Вопрос посложнее. На государственном флаге какой страны изображена Библия? На государственном флаге какой страны изображена Библия? Есть такая страна, да. Да, маленькую подсказку, там 2 слова. В названии этой страны 2 слова. Если команда будет немножко тормозить, конечно же, я дам маленькую подсказку. А вы знаете? Эта команда бесхитростный план выбрала. Может быть, они победят. Давайте. Я жду. Дамир? Саудовская Аравия. Это неправильный ответ, к сожалению. Доминиканская республика. Итак, мы переходим к этой команде. Подскажите, какого цвета язык у жирафа? Может быть, ребята смотрели мультфильмы, или кто-нибудь из них в зоопарке в Москве открывал рот жирафа и смотрел, какого он цвета. Фиолетово-синий. Принимаю ответ. Фиолетовый бывает или черный, или черный. Переходим к этой команде. Подскажите, какой корабль взлетел в 1986 году? Какой космический корабль взлетел в 1986 году? Я не буду подсказывать, наш это корабль или не наш. Это будет слишком просто, но название в одно слово. Наш ответ Восток. Восток, к сожалению, неправильно. Ребята, патриоты, но это был челленджер. Не только мы взлетаем в космос, к сожалению, но поэтому это был челленджер. Переходим сюда. Скажите, что переносит глюкозу по клеткам организма? Какая часть крови? Что переносит глюкозу по клеткам организма? Она находится у нас в крови. Подсказку даю. Как ее звали, говорит Артур. Возможно, ее как-то он и зовет. Но по биологии она зовется иначе. Я представляю Артура врачом, который стоит в халате и такой: как ее звали? Как звали вот эту, которая в крови? Давайте. 3, 2, 1. Пас? Да. Это плазма. Это плазма. Еще была такая музыкальная группа. Переходим сюда. Какой элемент является основной для производства стекла? Элемент является основным для производства стекла. Стекло, например, у нас в окнах и у меня в очках, как вы видите, да? Ребята, может быть, знают, но решили посвящаться, конечно. Программа у нас эрудит, и эрудицию мы здесь и проверяем. Наш ответ Кремний. Кремний! Это правильный ответ, конечно, кремний. Есть так называемая Кремниевая долина. Переходим сюда. Самое большое млекопитающее в мире. Синий кит. Синий кит, и это правильный ответ, уверенно сказал Артур, не думая, да. В этот раз он не стал говорить, как его зовут, этот самый синий кит, да. Переходим сюда. Какая страна является родиной пиццы? Италия. Италия. Быстро, уверенно ответил Михаил. Переходим сюда. Как называется вымышленная линия, которая делит Землю на северное и южные полушария? Вымышленная линия, которая делит Землю на северные и южные полушария. Вопрос несложный, но, конечно, не забывайте, дорогие телезрители, что вы находитесь там, спокойно дома, сидите в шортах, едите попкорн, а они здесь волнуются, на них направлены камеры, свет. Экватор. Экватор. Правильно, молодцы. Переходим сюда. Самая большая страна по площади в Южной Америке. Бразилия. 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 И это правильный ответ. Переходим сюда. Группа островов, расположенных близко друг к другу, называется Архипелаг. архипелаг. Отлично, это правильный ответ. И мы идем дальше. На каком континенте расположены пустыни Калахари и Намиб? Наш ответ Африка. Африка. И это правильный ответ. Под каким именем в истории России запомнился первый русский царь? Проверим у ребят историю. Первый русский царь. Иван Грозный. Иван Грозный, это правильный ответ. Переходим сюда. С какой революцией в России связано так называемое кровавое воскресенье? Здесь нужно назвать год, подсказка. 3, 2,
1. Пожалуйста. Дамир, Михаил. 1862. Нет, немножко неуверенно ответил, но 1905. 1905. Ребята еще не дошли до этой темы, я понимаю. Переходим сюда. Какой танцевальный стиль является важнейшим культурным символом России? Особенно, я так предполагаю, в глазах иностранцев. Какой танцевальный стиль является фишкой России, скажем так? Приходит иностранец и говорит: дайте мне билет на... Допустим, балет. Допустим, правильно. Да, это, допустим, балет. Хорошо, переходим сюда, к этой команде. В каждом российском городе есть памятник этому человеку. Кто это? Как вы думаете? В каждом российском городе, я выдаю подсказку, даже в некоторых странах СНГ есть памятник этому человеку. Ленин. Конечно же, наш всемогущий Ленин. Идем сюда. Скажите, пожалуйста, кто написал первую русскую оперу «Жизнь за царя»? Даю подсказку: Михаил. Фамилию нужно назвать. Вдруг предложил Сандал что-то, но судя по тому, как Артур засмеялся, возможно, это не совсем правильный ответ. Лермонтов. Нет, это Глинка, Михаил Глинка. На государственном флаге какой страны изображено затонувшее судно? Затонувшее судно. Интересный факт. Хочется дать подсказку одну из одного сериала, но я не буду говорить. Скорее всего, ребята этот сериал не смотрели. Признаться честно, до викторины я даже не знал, что это государство. Я филолог, я писатель, простите меня. Давайте, Дамир, Михаил. 3. Там 2 слова. 2, 1. Что это? Затонувшее судно. Шри-Ланка. Нет. Это Бермудские острова. Вы могли ответить Бермуды, да? А подсказка была сериал «Lost», который «Остаться в живых» перевели в нашем беспощадном русском переводе. И там речь шла как раз о Бермудских островах, где пропадали корабли, поэтому затонувший корабль. Переходим сюда. Аналогом рабства в Российской империи называлось это. У нас не было рабства, но у нас было это. Крепостное право. Крепостное право, правильно. Итак, закончились общие вопросы. Михаил, Дамир, какие есть эмоции? Ну, мы ожидали такую конкуренцию. Ну, вопросы были достаточно сложные. Приходилось подумать. Это отлично. Как думаешь, интуитивно, какая команда вырывается пока вперед по баллам? Думаю, противоположно. Думаешь, они вырываются? Итак, наши телезрители тоже строят свои мнения, а мы переходим дальше. И нас ждет подсказка, какая впереди категория. В мире существует около 2 миллионов видов живых существ. Но до сих пор сложно отследить, особенно в тропических лесах и в океанах, потому что наша природа разнообразна, а мир наш очень большой. И если эта категория не биология, то какая это категория? География. Предполагает Сандал, и очень правильно. Действительно, планета у нас очень большая, хотя и мы стремимся мыслями куда-то в космос, да, но все еще не все уголки. Мы не знаем, что находится на дне Марианской впадины. Может быть, там Ктулху или ответы на ЕГЭ. Мы не знаем, что находится там, но до сих пор люди ищут. Переходим к категории география. Какая гора считается самой высокой в Северной Америке? Не в мире, а в Северной Америке. У нее есть название через дефис. Эта команда скромно делает вид, что она проигрывает. И в конце она попробует, конечно же, вырваться вперед. Так, Артур, какие есть мысли? Микрофон. Я помню только горную систему, но... Ну, предположи. В Северной Америке. Сандал? Артур? 3, 2, 1. Есть ответ? Нет.
Нет, это МакКинли. Это МакКинли. Мы продолжаем. В какой стране находится озеро Титикака? Сложное название, боялся сказать что-нибудь неправильно, чтобы кого-нибудь не оскорбить. Титикака. Надеюсь, меня не засудят, это просто озеро. Так? Ребята совещаются, это их законное право. На то это и командная игра. Надеюсь, там вы по ту сторону экрана тоже не скучаете. Так, Михаил, Дамир, я думаю, что ваше время подошло к концу. Вы как будто эссе на ЕГЭ уже репетируете. А мне нужна... Ну, вы можете сказать, на границе каких стран, если вы об этом совещаетесь, да? Либо назвать одну из стран. Я приму оба ответа. Пожалуйста, Михаил. Южноафриканская республика. Южноафриканская республика, к сожалению, неправильно. Ребята чуть-чуть промахнулись на границе Боливии и Перу. И я бы принял и Боливию, и Перу. Оба ответа, да? Какой океан считается самым мелким по площади? Пожалуйста. Северный Ледовитый. Правильно. В каком городе находится знаменитая падающая башня? Мы все с вами по субботам бываем падающей башней. Пожалуйста. Пиза в Италии. Пиза, это правильно. Действительно, легендарная башня, рядом с которой все вот так фотографируются, как будто эту башню ловят. Идем сюда. На каком острове находится таинственный город Мачу-Пикчу? Много было исследований о нем, даже в Советском Союзе его изучали, да? Мачу-Пикчу. Можно назвать страну. Подсказка. Можно назвать страну. Сандал? Артур? Да, правильно мыслит он, но мне нужно назвать страну. Он говорит Южная Америка. Да, это Южная Америка. Но какая страна? Там стран немало. Три, два, один. Перу. Перу, скромно ответили они. И это правильный ответ. Это правильный ответ. Минимум эмоций. Эти ребята дают друг другу 5, а эти молча, по-мужски, как будто идут напротив ветра. Они как будто играют не на жизнь, а на смерть. Переходим сюда. Область на Земле с похожими погодными условиями и температурой называется так, двумя словами. Область на Земле с похожими погодными условиями и температурой называется так. А знаете ли вы, дорогие телезрители? Загибайте пальцы. Если ответили на все вопросы, напоминаю, что вы можете приходить и кричать нам под окна НВК и Якутия 24. Меня там не будет, но вы приходите. А если вы не ответили ни на один, то отправляйте 100 рублей на номер 8 900... Шучу. Конечно же, мы так делать не будем. Здесь такие вещи запрещены. Переходим. Дамир, Михаил, будет ли у вас ответ? Я максимально потянул время, парни. Давайте. Там 2 слова. Подсказку я вам давал. Давайте. У нас нет ответа. К сожалению, это климатическая зона. Да, можно было запутаться, да, сложноватый термин. Переходим сюда. На каком материке расположены страны с наибольшими запасами нефти? С наибольшими запасами нефти. Можно ответить, в какой части света и на каком материке. Мы считаем. Артур любит рассуждать вслух. Сандал любит слушать. Идеальная команда. Артур говорит 10 слов, Сандал одно. Давайте, 3, 2. Саудовская Аравия. Саудовская Аравия. Но это страну назвали, я просил назвать не страну. Можно было ответить на Ближний Восток или Азия. Я спросил, на каком материке или в какой части света, а вы сказали страна. Невнимательно слушают меня, но зато любит поговорить Артур. Переходим сюда. Как называется крупнейшее в мире коралловое рифовое образование, расположенное у берегов Австралии? Сложный вопрос. Я пока говорил, я уже испугался его. Крупнейшее в мире коралловое рифовое образование, расположенное у берегов Австралии. Может быть, ребята знают, но мы слушаем этот ответ. Даю подсказку, там целых 3 слова. Барьерный коралловый риф. Я засчитаю. Большой барьерный риф.
Прозвучало два слова «барьерный риф», я засчитаю. Итак, где находится самый высокий и активный вулкан в мире? Подсказка – это, конечно же, в нашей могучей стране. Где находится этот вулкан? Можно не называть, как он называется, можно сказать, где он, но можно и с названием. Учительница по географии, пожалуйста, возьмите на заметку ребят, если они сейчас не ответят. Если же ответят, то... Учитель? Ну, учитель по географии, пожалуйста. У меня просто была учительница, очень строгая. Поэтому у меня в аттестате школьном всего 2 четверки. География и английский. Я никогда не уеду из России. Пожалуйста. Чукотка. Чукотка. К сожалению, это неправильный ответ. Вы были рядом. Камчатка. Камчатка. Переходим к этой команде. И у нас еще заключительный вопрос категории география. Какая страна подарила статую свободы США? Очень легкий вопрос. Я слышу, как наши операторы отвечают на него. И если я слышу, возможно, слышит и другая команда. Пожалуйста. Франция. Франция. Ну, я думаю, ребята сами догадались. Так или иначе, вопрос действительно из общей эрудиции и в чем-то из географии. Итак, мы покончили с географией и идем дальше. Итак, у нас, конечно же, царица наук – это математика. И мы начинаем с ребятами с этой секунды. Так, Артур, Сандал, корень из 25. 5. 5, правильно. Переходим сюда. У меня есть число. Если я его умножу на 2, то будет 50. Что это за число? От волнения ребята не могут ответить на разминочные вопросы. Конечно же, это такие шуточные разминочные вопросы. 25. 25, конечно же, 25. Идем сюда. В комнате 3 лампы. Каждая лампа работает независимо. Если включить все лампы, то сколько возможных комбинаций включения и выключения существует? Сложный вопрос, повторяю. В комнате 3 лампы. Каждая лампа работает независимо. Если включать все лампы, сколько возможных комбинаций включения и выключения существует? Вы там тоже по ту сторону экрана можете пытаться написать что-то. У ребят здесь нет бумаги, видите, с ручкой. У меня есть. Немножко больше времени ребятам дадим. Я верю в вас, Артур. Я верю в вашу команду. 3, 2, 1. Сколько комбинаций? 7. 7. Они были очень близки. 8. 8 комбинаций существует. Но ребята практически ответили правильно. Переходим сюда. В саду растет 12 деревьев. Каждое дерево дает 15 яблок. Сколько яблок на деревьях? Я думаю, что математика для многих из вас любимый предмет. Не для меня, я гуманитарий, будем говорить честно. Я просто прихожу и говорю, сколько стоит килограмм яблок. Для меня это уже очень сложный вопрос. Но ребята здесь, это будущее, это цвет нации нашей республики. Пожалуйста. 180. 180 – это правильный ответ. Это правильный ответ. Я думаю, примерно столько яблок мы должны с вами в год есть. Мы помним, что в яблоках очень много чего. Железа. И они очень полезные. Мы переходим сюда. Х плюс 7 равно 15. Чему равен х? 8. 8. И это правильно, конечно же, шуточный вопрос, но ребята не растерялись. Переходим сюда. Если увеличить число 40 на 30%, какое получится число? 40 увеличить на 30%. На 30%. Какое получится число? Я обычно впадал в ступор и доставал калькулятор, если учитель такое у меня спрашивал. 52. 52, и это правильный ответ. В прямоугольном треугольнике сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Как называется эта теорема? Повторю. В прямоугольном треугольнике сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Как называется эта теорема? В честь кого-то. Да.
Пифагора. И это правильно. Мы помним пифагоровые штаны во все стороны равны. Величина, которая показывает площадь под кривой и используется для нахождения суммарных значений, например, площади или объема. Величина, которая показывает площадь под кривой и используется для нахождения суммарных значений, например, площади или объема. В одно слово. Которая показывает площадь под кривой и используется для нахождения суммарных значений, например, площади или объема. Повторяю последний раз. Величина, которая показывает площадь под кривой и используется для нахождения суммарных значений, например, площади или объема. Три, два, один. Графики. К сожалению, нет, это интеграл. Это интеграл. Хорошо, переходим сюда. Изменение частоты и длины волн при движении источника или наблюдателя называется так. Сложный вопрос. Изменение частоты или длины волн при движении источника или наблюдателя называется так. Ну не все же у нас будет корень из 25, правильно? Иногда можно и сложные вопросы позадавать. Подсказка. Это эффект кого-то. Там имя. Эффект кого-то. 3, 2, 1. Эффект Доплера. Эффект Доплера. Сюда. Как называется компьютерная система, способная выполнять задачи, требующие человеческого мышления, например, распознавания речи, игры или логики? Компьютерная система, способная выполнять задачи, требующие человеческого мышления. Например, она умеет распознавать речь, может играть с человеком, да, или распознать его логику. Как называется? Искусственный интеллект. И это правильно, искусственный интеллект, я думаю, сегодня очень актуальная вещь. Ребята используют, скорее всего, больше, чем мы с вами, потому что школьники сегодня далеко ушли в понимании этого. Для меня, в принципе, картинку сделать, где-то чуть-чуть текст, а они, наверное, там уже и видео делают, и размещают где-то, так что, я думаю, актуально. Итак, мы закончили с математикой, и у нас будет чудесный видеовопрос. Итак, у нас кот в мешке, классический видеовопрос. И сегодня вопрос от Василия Климовича Павлова, ректора Малой академии наук, здания, в котором мы находимся. Внимание на экран. Добрый день. Меня зовут Павлов Василий Климович. Я являюсь ректором Малой академии наук Республики Саха-Якутия. Мы были созданы первым президентом Республики Саха-Якутия Михаилом Ефимовичем Николаевым в 1999 году для работы с одаренными детьми в области олимпиадного движения и научно-исследовательской проектной деятельности. Ежегодно в наших многочисленных мероприятиях принимают участие более 60 тысяч обучающихся Республики Саха-Якутия. Мой вопрос. Этот человек, которого звали Петр Симон, родился в городе Берлине и умер в Берлине. Но он известен своими исследованиями Якутии и якутского языка. Также и в честь него названы много видов растений и животных. Сам он открыл более 1000 новых видов. И также он является известным геологом, этнографом, энтомологом, человеком невероятных талантов. В 19 лет он защитил докторскую диссертацию. В 25 лет он стал академиком Российской академии наук. Вопрос. Вы назовите, пожалуйста, фамилию этого исследователя и скажите, каким образом его деятельность связана с искусственным интеллектом. Время. Можете совещаться и отвечать. Ну, надо, по работе, конечно. Все, можете совещаться и отвечать так, чтобы не увидела другая команда, не забывайте об этом. Я думаю, что обе команды очень близки к победе. Знали бы они, насколько близки. Давайте, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и сдаем мне.
Так. Что написано здесь? Ага, хорошо. Сюда. Какой? Ага, хорошо. Послушаем ответ. Ответ. Фамилия этого исследователя Петр Симон Паллас. И он исследовал очень интересное направление изучения протоязыка. Когда он изучал якутский язык, он обнаружил действительно интересные сходства по строению языка с немецким языком. И он предположил, что различные языки имеют связь. И эта связь может быть обусловлена тем, что был так называемый протоязык. И он предположил, что для изучения этого феномена необходимо использовать так называемую концепцию больших языковых моделей. То, что сейчас используется для обучения искусственного интеллекта. Итак, мы услышали ответ. К сожалению, ни одна из команд не смогла дать правильный ответ, но вопрос был очень сложный. И сейчас, так же как одну передачу назад, через одну, у нас ничья. Обе команды одинаково сильные. Как я и сказал, это хитрая команда, которая притворялась аутсайдерами, догнала эту команду. И мы делаем блиц. Итак, я объясняю, как работает блиц. Для начала у нас будут 3 вопроса, потому что у ребят одинаковое количество баллов. Я задаю вопрос, какая-то команда первая нажимает и отвечает. Если правильно, идем дальше. Если неправильно, спрашиваю другой команды. Пока не будет отрыв. По этим 3 вопросам явно будет победитель, потому что при 3 вопросах ничьей быть не может, если только они все не будут не отвечать. Проверим звоночки. Эта команда, звоночек проверим. Хорошо? Эта команда? Ага. Стучать можно быстро, но не сильно. Не нужно его сносить со стола, не нужно бить по нему кулаком. Колокольчик у нас один. У вас и один у вас. Готовы? Готовы? Боевой дух, я думаю, полный. И эта команда, которая была уверена в себе, и эта команда, которая скромничала, пришли с одинаковым результатом. Итак, вопрос первый. Какое важное изобретение для женского пола было изобретено в 1960 году? Можно попробовать рискнуть. Важное для женского пола. Сегодня его активно используют. Прокладки. Прокладки, к сожалению, нет. Уверенные в себе мальчики. Так, пожалуйста. Нет, это женские колготки, да, придуманные были в 60-м году. Итак, но у нас есть следующий вопрос. У нас есть, внимание, слушайте следующий вопрос. Как называется фраза, которая читается одинаково с 2 сторон? Например, Анна. Палиндром. Правильный ответ – это палиндром. Но у нас есть 3-й вопрос. Я вижу, как волнуется Артур. Но у нас есть, конечно же, 3-й вопрос. И мы его задаем прямо сейчас. Акрофобия – страх чего? Акрофобия – страх чего? Сейчас мы узнаем, сможет ли эта команда выровнять для ничьей, чтобы дальше сражались, или эта команда с перевесом в 1 балл победит. Мы узнаем сейчас, через несколько секунд. Вы волнуетесь, я волнуюсь. А как волнуются они, представить даже сложно. Мне кажется, уже они максимально. Боязнь воды, к сожалению, неправильно. Акрофобия – боязнь высоты. То есть вы акрофобисты, я акрофобист, многие боятся высоты. Итак, мы поздравляем эту команду, которая с отрывом в 1 балл. Вырвались вперед, Михаил и Дамир. Вам эти аплодисменты от телезрителей. Вам аплодисменты от Артура и Сандала. Ребята, молодцы, старались. Прежде чем мы узнаем слово победителей, Артур, Сандал, возьмите микрофон. Какие эмоции вы испытываете? Что было сложного? Почему не удалось вырваться вперед? Пожалуйста. Ну, я ожидал такой исход и не так сильно удивлен. Так, но ты не ожидал, что вы будете сражаться с ничьей в финале. Да. И чуть не выиграли. Артур? У нас теперь свободное время есть. Оптимист по жизни, Артур. Так, переходим сюда. Михаил, Дамир, ваши эмоции победителей. Ну, хочу выразить благодарность всем, кто за нас болел. Ну, мы очень счастливы. Артур, Михаил как будто получает уже Нобелевскую премию или Оскар. Вышел и сказал: благодарю мою маму и всю школу, которая болела за меня. Молодец, Михаил, скромный. Дамир, Я рад, что так получилось. ты рад. Что было сложного, мальчики? Какой вопрос был самый для вас казусный?
Ну, самые сложные были на те вопросы, на которые мы не ответили. Гениальный ответ Михаила. Что добавит Дамир? Все было легким для тебя? Или что-то все-таки заставило вас в ничью сыграть в конце? Палиндром был сложный. Палиндром был сложный. Хорошо. Итак, это программа «Эрудит». Здесь есть победители и есть, к сожалению, проигравшие. Но они не расстраиваются. Как сказал Артур, есть свободное время. Можно поболеть за ребят, можно смотреть другие передачи «Эрудита». Читайте книги, следите за новостями. Мы продолжаем свой бег. У нас еще много пар игроков. Я надеюсь, по ту сторону экрана вы тоже заполняете пробелы в своих знаниях. Все, ребята, спасибо. Всем пока.